Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Ингушские дзюдоисты успешно выступили на традиционном межрегиональном турнире по дзюдо среди юношей от 10 до 15 лет. Серебряными призерами соревнований стали Магомед Аздоев и Магомед Амин Куштов, а на третьем месте оказался Муаз Тумгоев. Наша команда в основном состояла из новичков, но небольшой опыт и воля к победе помогли юным дзюдоистам из Ингушетии преодолеть более опытных соперников. Всего в соревнованиях участвовало более 200 спортсменов со всего юга России. Турнир проходил накануне в городе Зеленокумск Ставропольского края. Министр спорта Ингушетии Руслан Белхорой вручил Абубакару Местоеву и Ибрагиму Хачуруеву значки и удостоверения мастеров спорта России по результатам выступлений на чемпионате России по всестилевому карате. Удостоиться такого высокого звания стоит большого труда. Я поздравляю ребят с присвоением звания мастер спорта и надеюсь, что его получение не заставит их останавливаться на достигнутом, а наоборот станет стимулом для покорения новых вершин, подчеркнул Белхороев. Отмечу, что Абубакар является профессиональным бойцом смешанных единоборств с рекордом 13 побед и 4 поражения и мастером спорта России по панкратиону и всестилевому карате. А Ибрагим – боец смешанного единоборства со статистикой 7 побед и 1 поражение. И также является мастером спорта России по боевому самбо и всестилевому карате. Президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда FIS Юхан Элиаш заявил, что нейтральный статус для россиян и белорусов очень хорошо сработал на Олимпийских играх в Париже. Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились, и они не должны оказаться в тисках, сказал Элиаш. Глава организации поддержал для россиян те же условия допуска, что были для них на летних играх в Париже. Большинство российских спортсменов отстранены от международных стартов с весны 2022 года. Международный олимпийский комитет в марте 2023 года рекомендовал международным федерациям допускать россиян на турнире в нейтральном статусе. В сентябре 2024 года FIS продлила отстранение россиян на сезон 2024-2025. Так, российские лыжники пропускают уже 3-й сезон подряд на международной арене. Переговоры о решении допуска российских спортсменов на международные старты еще ведутся. Будем надеяться на лучший исход событий. А теперь перейдем к результатам стыковых и некоторых четвертьфинальных матчей офисного Кубка Ингушетии по футзалу 2024-25. Команда Федерации баскетбола Республики Ингушетия обыграла Аль-Бараку с разгромным счетом 9-1, а KDV Инк потерпел поражение от команды Газовик со счетом 1-4. Аэропорт Магаз проиграл, отставая только на 2 гола от СКР, счет был 2-4. Команда Сириус победила судебную систему Республики Ингушетия со счетом 9-5. И, наконец, фонд обязательного медицинского страхования потерпел поражение с разгромным счетом 1-9 от Айсид. Отмечу, что бомбардиры были Ислам Цароев и Назир Богатырев из команды «Сириус». У обоих по 4 мяча. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.